Несколько дней на поезде и еще один на пароме. Дорога из Якутии на Сахалин заняла у оленей 4 суток. В пути их сопровождали будущие хозяева и специалисты. Рога спилили, чтобы животные не нанесли друг другу травмы. Осмотр животных проведен. Поддержание этого животных клинически здоровые могут направляться по месту назначения. Привезенные олени – представители эвенкийской породы. Они способны максимально быстро акклиматизироваться в островных условиях. Животных отбирали в Алданском районе в родовой общине Хатыстыр. Вербовкой лично занимались новые владельцы. Возраст, породу тоже. Смирный, не смирный, таких вот бойких-то не брали с собой, которые быстро адаптируются к технике, например. Пополнение численности оленей жизненно необходимо родовой общине Юкте в Ногрельском районе Сахалина. В их стаде на 130 голов начался процесс кровосмешения. Чтобы разбавить застоявшиеся гены, сюда привезли 26 самок и 4 самцов. В Сахалине поголовье оленей сократилось 26 раз. Поэтому действительно освежение крови, тем более они находятся изолированно, олени, островной популяция оленей, поэтому действительно нужна, наверное, освежение крови. Проект спасения домашнего стада, разработанный представителями общины, обошелся в 3 миллиона рублей. Всего 500 тысяч из этой суммы ушло на покупку оленей. Остальное – транспортные расходы. Их взяла на себя одна из нефтегазовых компаний. В рамках этого соглашения они с нами очень плотно и тесно работают. Как раз в части сохранения традиционной культуры, традиционных языков, традиционных промыслов, коренных народов, коренных этносов, которые проживают на Сахалине. Сегодня мы как раз видим, что данный проект у нас все-таки реализовался. Эта партия оленей на Сахалин не последняя. В следующем году планируют привезти еще одну. Якутия, в свою очередь, готова продолжить сотрудничество, способствуя тем самым размножению породы животных и сохранению традиционного уклада жизни малочисленных народов. Якутия ежегодно готова поставлять до 400 самцов оленей за пределы республики. Каждый из них способен оплодотворить до 15 самок. Выходит такая обоюдная выгода. Продавцы, в нашем случае это хозяйство, получают деньги, а покупатели имеют возможность значительно увеличить поголовье животных на своей территории. Дмитрий Макаров, Данил Паршуков, Денис Попов. Вести. Сахалинская область. Якутия.